Все наши вот эти волнения начались с того, что мы действительно очень сильно переживаем и знаем с вами, какую культурную ценность историческую несут наши экскурсоводы, которые встречают гостей, провожают гостей. И зачастую, правильно сказали коллеги, что единственный человек, которого они видят из Абхазии, это гид-экскурсовод. И те нелегалы, которые сюда приезжают, они ведь действительно нелегальные и на стороне Российской Федерации, и в Абхазии. Не зачастую, как они говорят, что не самозанятые, но такая деятельность не может быть как самозанятые. Вот. И те, в принципе, гиды, которые сюда приходят, ведь это касается, приезжают, это касается не только локаций известных, но у нас очень много таких гидов, так называемых, в горах. Это большая опасность для туристов, для тех, кто с ними ходит. Они делают странички ВКонтакте, в интернете, везде, в Инстаграме, запрещенном в России, но все равно туда заходят люди. Они покупают эти туры в горы, они идут с ними и, ну, наверное, 90% нигде не регистрируются, уходят по горам. Это мы знаем точно, потому что у нас есть ребята, которые туда водят легально. Вот. Министерство хотелось бы попросить, чтобы все-таки как-то начали легализовывать гидов именно наших горно-пешеходных. И вот этот отдел, который был ликвидирован, он был бы возобновлен совместно, может быть, с Рицинским национальным парком, в котором сейчас работает и ведется, и специалисты у них есть. Сейчас есть уже даже площадки по скалолазанию, то есть это более популяризировано.